Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Семюшкин. Из года в год в посланиях и главы Республики Саха-Якутия, и президента Российской Федерации поднимается, на мой взгляд, надполитическая и надэкономическая тема. Это тема образования. Правда ли, что в 21 веке интернет совсем заменил эрудицию? Или что-то все-таки от нее осталось? Поговорим сегодня с директорами школ и с теми, кто имеет к образованию самое непосредственное отношение. Параллели проводить довольно-таки тяжело между тем поколением и этим, потому что, во-первых, условия разные. Действительно интернет, действительно то, что дети стали очень мало читать. Да, большинство из них не испытывают восторга от шелеста страниц. Но не станем проводить межпоколенческие параллели. Неблагодарное это дело. Сегодня мы рассмотрим различные аспекты современного образования, как предложил это сделать Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию Российской Федерации. Но предлагаю посмотреть на эти вопросы шире. Для хорошего образования недостаточно только комфортных зданий. Нужна профессиональная, мотивированная работа учителя, прорывные обучающие новые технологии и, конечно, возможности для творчества, занятий спортом, дополнительного образования. И, конечно, нужно взять все самое лучшее, что было в прежних дворцах пионеров, кружках юных техников и так далее. Построить работу на принципиально, конечно, новой, современной основе, с участием и бизнеса, и высших учебных заведений, университетов. Как у вас в 19-й школе с доп. Образованием? У нас здесь, скажем, вот если посмотреть по итогам прошлого года, нынешнего, вообще до этого, скажем так, дополнительное образование представлено очень широким спектром. Если сейчас вот посмотреть, у нас действует около 27 кружков и секций. У меня прямо в школе, на базе школы организованные. Потому что, как бы скажем, доп. Образование – это неотъемлемая часть воспитания ребенка. И я считаю, что для нас, для школы более удаленной от центра, это очень актуально. Только дополнительное образование поможет ребенку, во-первых, успешно социализироваться, потому что он начинает, как бы скажем, у него коммуникативные способности, компетенции вырабатываются. Потом, скажем, он начинает себя, скажем, смотреть с позиции уже, наверное, профориентации ранее. Потому что сейчас у нас, вот мы в этом году тоже подошли вплотную к этому вопросу и вошли в сетевое такое взаимодействие нескольких школ по направлению Junior Skills. То есть это ранняя профориентация, скажем, политехническое образование. Ранняя профориентация очень важна. И слово «ранняя» в данном контексте означает, что многие школьники в 9 классе вообще никак не представляют своего будущего, не знают, чем хотят заниматься. Те, которые предполагают, что в 11 классе ни почем не сдадут ЕГЭ, те уходят, чтобы поступить куда-нибудь, отсидеться 2 года, получить какую-то специальность, и неважно, что она в будущем вообще может не понадобиться. Но много ли таких? У нас, по сравнению с другими регионами Российской Федерации, очень много детей обучается в старшей школе. Вот, например, в Татарстане только 60% детей уже не идет в среднюю школу. Они обучаются в системе профобразования. И только 40% детей остаются те, которые нацелены на высшие профессиональные учреждения. У нас все учатся. У нас учатся и те дети, которые должны были бы по специальным программам учаться тоже. Я была в Татарстане, и мы, как бы скажем, посмотрели и систему их профобразования, и, наверное, скажем так, широкий спектр предлагаемых профессий, которые у нас в республике, например, скажем так, я бы не сказала, что у нас много. Это во-первых. Во-вторых, тут психологическая, скажем, составляющая есть. Родители после 9 класса боятся отпустить детей в жизнь, скажем так. Это в большинстве случаев. Даже если есть какие-то заведения, родители как бы не очень стараются отпустить ребенка в студенчество, потому что это уже другая ступень жизни, ну, скажем, другое там уже и сообщество будет, правильно? Поэтому интересно, ну, как бы, скажем, вот в школе им было комфортно, хорошо.
Они хотят дольше задержаться в этом комфорте. Личностный комфорт зависит в том числе от адекватной самооценки, уверенности в себе и своих возможностях, социальной роли подростка в группе сверстников, личной полноценности и компетентности, которые в свою очередь определяются школьной успеваемостью. Егор Борисов коснулся этой проблемы в своем послании к Государственному собранию «Илтумен». Год от года укрепляется материально-техническая база, строятся новые школы и детские сады. Однако мы вправе требовать ответных результатов по качеству. Почему при относительно равных условиях показатели аттестации школьников так разнятся по районам республики? Министерству образования необходимо повысить качество мониторинга и выявлять причины этого дисбаланса. Галина Ивановна, позвольте с самого начала. Как бы вы охарактеризовали сегодняшнюю квалификацию преподавателей? Когда мы говорим, что действительно вот где у нас хорошие показатели и результаты единого государственного экзамена, в основном есть действительно очень прямая пропорциональная зависимость, потому что там, где хорошие результаты, там есть и преподавание очень качественное. Где у нас есть не очень хорошие показатели, там, естественно, есть большие затруднения и методики преподавания, и знаний предметных областей. По положению у нас учителя обязаны проходить обязательные курсы повышения 1 раз в 3 года по новому федеральному закону об образовании. Поэтому у нас есть банк данных об учителей, педагогов республики, поэтому, учитывая, они должны пройти раз в 3 года, мы обязательно приглашаем, и муниципалитеты тоже отправляют учителей для повышения квалификации. Это одно, проходит на базе нашего института. А во-вторых, мы, учитывая, что именно арктические лусы, там есть затруднения в транспортном обеспечении, поэтому мы, учитывая, что им очень трудно здесь приезжать, обязательно институт отправляет своих сотрудников. Анализ показывает, что есть дисбаланс по итогам государственной аттестации. И так по нисходящей. В лидерах по успеваемости Якутск и промышленные города. Далее идут центральные районы, но разрыв здесь небольшой. А вот уже сильно отстают от лучших по республиканским данным и, конечно, от общероссийских показателей северные арктические районы и Вилюйская группа районов. Хотя и на северах нельзя всех равнять по одной логарифмической линейке. В этом году школу ЛУС у нас закончили 50 выпускников. Из них у нас 9 золотых медалистов и 2 серебряных медалиста. Все наши выпускники 100% поступили и продолжают обучение. Наши учащиеся ежегодно успешно выступают в республиканской научно-практической конференции «Шаг будущее» Ники Харды имени Ларионова, где у нас 5 учащихся стали лауреатами и 9 дипломантов этой конференции. Особенно интересно, вы заметили по Вилюйской группе районов, у нас это же ведь и промышленность там есть, и хорошие лицеи, и гимназии, а все же, видите, средний балл понижается. Это связано, возможно, с какими-то причинами, например, самоанализа, самооценки. Может быть, у них недостаточно проводится курсов повышения квалификации преподавателей. Или очень много малочисленных, малокомплектных школ, где есть недостатки в организации обучения детей. Но в целом я хочу сказать, что у нас ведь система образования все же от среднероссийских показателей тоже отстает. Мы по сравнению с собой двигаемся вперед позитивно. За последние 5 лет мы значительно повысили качество образования, То есть по итогам единого экзамена, по предметности посмотреть, то динамика есть. Но в сравнении с Российской Федерацией, к сожалению, мы отстаем. И мы должны понять, почему. Отдаленность, кадровый дефицит, может быть, даже застой какой-то, может быть, в кадровом отношении, И не так сильно мы их там, может быть, материально поддерживали наравне с центральными группами районов. То есть причин много. С каждым годом увеличивается число школьников, и хотелось бы, чтобы с одной стороны этот рост не сказался на качестве образования, а с другой – на условиях обучения.
Мы очень рады тому, что большое внимание будет уделено строительству, реконструкции новых зданий для нашей школы детских садов. У нас в этом году, в 2016 году, будет введено строительство школы номер 9 в микрорайоне Солнечная. И очень хотели бы мы, чтобы в последующие годы такая школа тоже детей железнодорожников, которая находится в микрорайоне Солнечная, тоже, чтобы чтобы появилась новая школа. А материальная база, она не решает ничего. Решает только кадры и еще раз кадры. Вот последние годы уже квалификационной категории учительства уже входит новый термин наставничество. И мне представляется, что для этого качественного ПН-перехода, есть такой термин в физике, перехода из педагога в наставники, только материально-технической и методологической поддержки недостаточно. То, чтобы замотивировать учителя, нужно, чтобы ребенок был замотивирован на учебу. Ребенок должен хотеть учиться у этого учителя. Вот ценности потеряли. Раньше было, вот, когда мы учились, очень много было трудового воспитания. Мужчины в школе было достаточно много, то есть нас учили мужчины. Вот если вот такие ценности, например, вот как раньше, вернуть, например. Мне кажется, это будет действовать, потому что в наше время образование было абсолютно неплохим, и даже считалось самым лучшим. Галина Ивановна, пожалуйста, кого бы вы могли назвать в качестве преподавателей от Бога? Я бы очень с таким великим удовольствием назвала бы очень многих, но я назову таких, которые на слуху, тех, которые к нам приходят, те, которые действительно являются как бы действительно вот гарантией того, что если ребенок попадает к этому учителю, то уже гарантия, что ребенок получит очень качественные знания. И Галина Ивановна стала называть имена. И список этот был длинным. И не имея возможности уделить время всем, я посчитал себя не вправе назвать лишь некоторых. Личность, милостивый государь, вот главное. Человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится. Иван Тургенев, «Отцы и дети». В системе образования, безусловно, важные места занимают и строительство новых школ, и их модернизация, и введение новых стандартов обучения, но центральное место этой системы должно занимать воспитание личности. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.